Едва отгремело башкирское восстание 1662-1664 годов, как наметились признаки нового мятежа. В 1670 году отряды башкир, пройдя огнем и мечом вдоль Закамской линии крепостей, атаковали Самару и Саратов. Они прорывались на соединение к атаману Степану Разину, который уже несколько лет гулял на Волге. Через 10 лет спорадические военные акции башкир перерастают в так называемый сеитовский бунт. В чем причина нового башкирского восстания и каковы были его последствия? О башкирском восстании 1681-1684 годов, известном также под названием Сеитовского бунта, известно не так много. Многие документы пропали, до других пока не дотянулась рука исследователя. Но даже то, что нам известно, открывает картину мощного повстанческого движения. Если предыдущее восстание башкир протекало в основном на востоке, в Зауралье и Сибири, то Сеитовский бунт был обращен на запад. И тому есть свои причины. Мнение о том, что автором широкой практики насильственного крещения населения Казанского края был Иван Грозный, является народным мифом. На самом деле политика христианизации нерусских народов Поволжья приняла государственный масштаб при царе Алексее Михайловиче, имевшем прозвание «Тишайший». Уже в соборном уложении 1649 года предписывается лишать представителей поволжских народностей их поместий в случае отказа от крещения. И напротив, а которые князья и мурзы, и татаровя, и мордва, и чуваша, и черемиса, и ватяки крестилися в православную христианскую веру, и у тех новокрещенов поместных земель не отымать. Именно в правлении Алексея Михайловича отношение к исламу в русском государстве кардинально меняется. То есть государство напрямую заявляет, прежде всего, служилым татарам о том, что ваша служба должна подтверждаться и в том числе вашей верой, а не так, как это было прежде, допустим, в XVI веке. Начиная с середины XVII века русское государство взяло курс на модернизацию армии. И основной образец, основным таким примером становятся европейские армии. Русское правительство, оказывая серьезное давление на служилых татар, требуя от них перехода в православие, на самом деле понимало, что в случае чего без этих людей можно обойтись. На фоне антимусульманской политики русского правительства среди татар и башкир усиливаются туркофильские настроения. Османская империя того времени – одна из самых могущественных держав Евразии. К ней обратились взоры российских мусульман. В 1672 году из Стамбула вернулся русский толмач Даудов и сообщил тревожную весть. Историк Сергей Соловьев пишет: астраханские и казанские татары и башкирцы приходили к султану с просьбой, чтобы их всех с астраханским и казанским царствами принял в подданство. Жаловались, будто московские народы, ненавидя их бусурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан отвечал, чтобы потерпели немного, и пожаловал их кафтанами. Укрепление московского государства шло в одном направлении с активной внешней политикой – войнами с Польшей, Крымом и Турцией. Все это требовало больших денег. Усиление фискального гнета вызывало недовольство окраин. В 1678 году появились первые признаки брожения. Приказчик одной из сибирских слобод, Фрол Арапов, приехал для торга в татарскую деревню Арии. И вот что он сообщил властям. И в той деревню приезжали к ним татарам-башкирцы, человек с 10, и говорили промеж собой, будут где они на лето приходить и воевать кунгуры, сибирские слободы. А ему Фролку башкирцы говорили, чтобы он из Аяцкой слободы выехал, потому что где он Фролка им свой, татарский и башкирский язык знает. Да они же, где башкирцы промеж себя говорили, город где Чигирин турские и крымские люди взяли, и великого государя людей побили. Потому они приходить будут, что их вера одна. Турские, где и крымские, станут там биться, а они, где башкирцы и татара, станут в Сибири биться и воевать. Башкирцы все лошадей кормят и луки стрелы делают, и ружья у них много, у всякого человека пищали по 2 и по 3 винтовок. В
В 1680 году в Москве были получены известия, что калмыцкий тайша Аюка Манчаков заключил мир с крымским ханом и отправил 2000 всадников в набег на русские пограничные города. Аюка Манчаков, калмыцкий тайша, внук знаменитого дайчина, основатель калмыцкой державы, в отношении России вел двуличную политику. В 1690 году ездил в Тибет, где получил от Далай-ламы титул хана. Ему посвящена башкирская мелодия «Аюка». Участвовал в подавлении башкирских восстаний, сражался против Крыма, но в то же время не отказывался и от грабежа русского пограничья. Историк Сергей Соловьев пишет: «Извещали, что Аюка хочет помириться и с уфимскими башкирами, чтобы вместе с ними ходить войною под казачьи городки, под Самару и другие украинные города. Башкиры начали перевозиться за Волгу с луговой стороны на Ногайскую». Смысл событий стал ясен в июле 1680 года. 3000 крымских татар, калмыков и черкесов напали на Пензу, сожгли посад и ушли в степь. И в этой накаленной до предела атмосфере царское правительство не нашло ничего лучшего, как принять провокационный указ в области религии. Указ от 16 марта 1681 года гласил: «Низовых городов у мурс и у татар поместья их и вотчины с крестьяны из бобыли отписать на себя великого государя». Мотивация предполагаемой конфискации заключалась в том, что якобы татарские мурзы вынуждают русских крестьян, живших в их поместьях, принимать ислам. А будет, которые мурзы и татарове похотят в православную христианскую веру креститься, и тех крестить, и отписным крестьянам за ними быть по-прежнему, да им же давать жалование. Говоря современными словами, это был запрет на сословие. То есть, если служилый татарин утрачивал свои поместные земли, с чего он должен был служить? Ведь, собственно говоря, земля была основным источником жалования и, собственно, комплектования служилого человека. И утрата поместной собственности означала, в общем-то, выдворение служилого человека из своего сословия. Альтернатива была превращение, в общем-то, попросту говоря, в гулящего человека. То есть человека вне своего сословного статуса. Вот после этого указа сразу начинается реализация положения указа Среднего Поволжья, и была попытка реализации этого закона и на территории Башкортостана. И это привело к массовому сначала недовольству, выражению и, наконец, восстанию. В итоге крестилось множество язычников, но были среди новокрещенов и не слишком стойкие в своей вере мусульмане, отдавшие предпочтение физически осязаемому материальному благополучию в ущерб такой эфемерной материи, как душа. Таким образом, дело было вполне добровольное. Если тебе дорога твоя вера, прими со смирением решение правительства, которому служишь, и либо лишайся поместья, либо крестись. Большинство татарских мурс выбрали последнее, не желая впадать в бедность. Данный указ никоим образом не касался башкир. Тем не менее, по всей Башкирии поползли слухи о том, что велено крестить всех иноверцев без разбора. Не последнюю роль в этом сыграли казанские муллы и мударисы, обитавшие в башкирских властях. Аффилированные в кругах татарской служилой знати Поволжья, они решили поднять башкир на защиту интересов своих соплеменников. Впрочем, Башкирия и без того дышала мятежом. Нужен был лишь вождь, и он нашелся. Духовным лидером восстания стал некий Сиит, первым историком, давшим собственную интерпретацию разрозненных сведений об этой загадочной личности, был Петр Рычков. Главным зачинщиком и предводителем был башкирский их старшина Сиит, от которого и называется бунт сей сиитовской. Петр Рычков, топография оренбургская. В русских документах он упоминается под именем Сиит Саферка. Однако в некоторых тюркоязычных источниках он назван Саид Джафаром, что, вероятно, ближе к истине. Странное прозвище Саферка, скорее всего, является либо ошибкой русского переписчика, либо неправильным прочтением его имени. Башкирский историк и журналист Абдрахман Фахриддинов, сын выдающегося ученого и муфтия Реза ад-Дина Фахриддинова, приводит интереснейшие сведения об интересующем нас предмете. Этот бунт придает башкирскому движению новый оттенок. Теперь во главе него стоят не сибирские ханы, боровшиеся за возвращение своего трона, а муллы. Старшина Саид, известный среди башкир под именем Саид Джафар,
будучи муллой, почитался башкирами за святого. По этой причине все последующие башкирские бунты проходили под религиозными знаменами. Абдрахман Фахриддинов. История башкир. Обращает на себя двойное имя предводителя – Саид Джафар. Такие имена не встречаются в источниках 17-18 веков. Недоумение рассеивается, если мы вспомним, что при дворах золотоордынских, а затем казанских и сибирских ханов была категория духовных лиц, называвшаяся сеидами. Сеид в переводе с арабского языка значит «господин», «начальник», «человек», выделяющийся своими личными качествами, а также имуществом и происхождением. В Средней Азии, Иране, Афганистане, Пакистане и Индии так принято называть потомков пророка Мухаммеда от его дочери Фатимы. Сеиды – это высшее религиозное сословие на территории, кстати говоря, не только Казанского ханства, но на территории очень многих государств, возникших в результате распада Золотой Орды, и они имели непрекословный религиозный авторитет. И по традиционным правилам сеидам позволялось говорить правителям в лицо все, что они думают о положительных и отрицательных сторонах их правления. То есть они освобождались от смертной казни, от телесных наказаний. Фактически это были такие моральные авторитеты, мнение которых было чрезвычайно важно не только для правителей, но и для народа. Массовое восстание в Башкирии началось ранней весной 1682 года. Повстанцы заняли село Пьяный Бор, переправились через Каму, осадили Каракулино. Запылали монастыри, помещичьи и дворцовые села. Другим направлением их движения стал Пермский край. Основной удар пришелся на Кунгур. В Москве получили известие. Кунгур, где город в осаде от мордвы, от башкирцев и татар. А у Строгановых Кишерский острожек в осаде же, и на Чусовой приказчики со всеми крестьяны в острожках живут. Западным пределом башкирских набегов стала Самара, воевода которой писал царю. В нынешнем государь-году в мае месяце приходили под город Самару уфимские башкирцы, и многие стада отогнали и людей в полон брали. Кажется, вот город Самара очень далеко от Башкортостана, но вам известно, что город Самара находился на территории исторического Башкортостана. Вот поэтому осенью 1682, весной 1682 года вслед за Уфой восставшие нападали на окрестности города Самары. Летом того же года правительство получило новое, еще более ошеломляющее известие. Уфимский город в осаде от мордвы, черемис и башкирцев, и многое время к Уфе приступают, а тех, где воинских людей 30 тысяч. А казанские повоевали 7 пригородов. Да на Каме стоит тех же башкир, а сколько их, того не ведают. Куют башкирцы копья и железницы во всяком улусе по 4 и 5 тысяч. Шатость будет великая, и война будет большая. Данное сообщение требует комментария ввиду противоречивости приводимых сведений. Во-первых, упоминаемое число повстанцев 30 тысяч человек вряд ли соответствует действительности. В то время весь воинский контингент Башкирии едва ли мог составлять такое количество ополченцев. Во-вторых, не совсем ясно, какие это 7 пригородов, то есть уездных городков, повоевали башкиры. Под этими 7 казанскими пригородами, по всей видимости, нужно подразумевать крепости Закамской засечной черты. Закамская засечная черта была построена в 50-х годах XVII века для защиты Казанского уезда от набегов башкир, калмыков и нагайцев. Состояла из 7 крепостей – Белоярской, Ераклинской, Тиинской, Новошишминской, Кичуйской, Заинской и Новомензелинской. Закамская черта начиналась на Волге и заканчивалась на реке Ик. Летом 1682 года башкирское войско во главе с Сеид Джафаром атаковало линию и осадило ряд крепостей. И правительство решило выделить для подавления восстания очень крупной силой. Для подавления восстания должны были направляться не только дворяне Москвы и других центральных уездов, но и полки нового строя. Во главе этих сил был поставлен казанский воевода, боярин князь Шереметьев.
Уфимский воевода князь Андрей Каркадинов, не дожидаясь подхода подкреплений из Москвы, собрал отряд, состоявший из уфимских дворян, стрельцов и казаков, и двинулся в район Закамской черты, где между ним и башкирами состоялось сражение. И они тех изменников-башкирцев и иных иноверцев многих побили, и самого вора-изменника и заводчика ранили. И на том, где бою, они, изменники, говорили, чтобы больше того не биться и с ними переговорить. Одним словом, победа не досталась ни одной из сторон, коль стороны сели за стол переговоров. Каркадинову, воеводе Уфы, не удалось разгромить восставших, поэтому после этого восстания, после этого крупного сражения восстание продолжается. Правда, часть населения была согласна, часть башкир была согласна прекратить восстание, и они направили делегацию в Москву, написали челобитную, направили группу выборных башкир для переговоров с царскими властями. Но большинство населения, большинство башкир стояло за борьбу. Тем временем пришло страшное известие, повергшее всех в шок. Пришли де в Уфимский уезд на реку Сюнь калмыцкие тайши, Аюка да Замса, а с ними де воинских людей-калмыков, нагайцев и горских черкасов и едесанцев 40 тысяч. А огненного де с ними ружья 3 пушки, да мелкого ружья 4 тысячи. И хотят де они идти на горную сторону Белой реки, под Бирь и под Уфу, а из-под Уфы хотят идти по Закамской черте. Похоже, печальный опыт предыдущего восстания башкир ничему не научил. Тогда они тоже взяли в союзники деда Аюки, Тайшу Дайчина. Ничем хорошим это не кончилось. Не оказав существенной помощи повстанцам, он разграбил уезд и ушел домой. Теперь вот часть башкир, татар и чувашей призвала его внука. Но внук Дайчина был гораздо более хищным и опасным правителем. Аюка не собирался помогать восставшим башкирам. Он просто продолжал политику своего деда Дайчина, мечтавшего подчинить себе Башкирию. В этих условиях мнение самих башкир и их союзников разделилось. Одни подчинились калмыкам, другие отшатнулись от них. К нему, де Аюке, отъехала ицких и бельских башкирцев и чуваши половина с женами и детьми, а другая половина к нему, Аюке, не идут и разбегались по лесам и в крепкие места. А многих де он, Аюка, тех башкирцев и чуваш порубил и жен и детей в полон взял. А вор де Сиит Саферка ушел в башкирца за Уфу к Ишамету Тархану. Ишмухамед Давлетбаев, один из самых авторитетных деятелей Ногайской дороги, Тархан Кипчакской волости. Наиболее ярко он проявил себя в ходе восстания предыдущего 62-64 годов, когда даже обращение администрации к восставшим шло через него. То есть он выступал как легитимный вождь восстания 62-64 годов. Например, известны письма Волконского, уфимского воевода Ишмухамеда Тархану. Вот. Но в ходе следующего восстания, 82-84 годов, его позиция была уже несколько иной. По большому счету он выступал противником восстания. Тем временем из Москвы в Башкирию выступило большое войско, которое должен был возглавить казанский воевода Петр Шереметьев. Источники сообщают, что вместе с ним знамения и образа Пресвятой Богородицы провожали малолетние цари Иван и Петр Алексеевичи и их сестра, царевна Софья, которые должны были помочь победить неведомого вора Сиитку. Вместе с тем царское правительство официально отказалось от продолжения прежней политики. А что вменяют вам воры, вам всем башкирцам и чуваше, и черемисе, ложно. Что будто было бусурманов велено крестить неволею и тем вас приводить на всякие злые дела, а вам всем чинить великое оскорбление и смуты. И вы бы ведали и своей братье сказывали всем, что такого нашего великих государя указу о крещении неволею не бывало, и ныне нет, и вам бы о том не сомневаться. Вот эта грамота также способствовала некоторому успокоению, но все равно восстание не прекращается. Сторонники продолжения борьбы под руководством Сиита, формируют новые силы, восстание возобновляется, и при том надо сказать, что восставшим удалось привлечь на свою сторону калмыков.
Калмыки еще долго бесчинствовали, а затем внезапно ушли из Башкирии. Как выяснилось, Аюка получил щедрые подарки от царя за обещание покинуть пределы Уфимского уезда. После его ухода в начале 1683 года восстание на западе Башкортостана продолжалось. Приходили изменники-башкирцы и татара многими людьми, и к Булярску приступали с огнями, и слободы выжгли без остатку, и многих булярских стрельцов побили ж и в полон поймали. В июле вновь возобновляется восстание. В августе очень восстание приобретает широкий размах, притом не только территория Ногайской, Казанско-Осинской дорог, но и территория Зауральской Башкирии, то есть территория Сибирской дороги, оказалась охвачена огнем восстания. Башкиры Сибирской дороги захватывают целый ряд зауральских слобод, захватывают Колчеданский острог, осаждают Катайский. Как писали очевидцы, все зауральские слободы, села и деревни повоеваны, а крестьяне порублены. Итак, почему движение перекинулось с запада на восток в Зауралье и Сибирь? Очевидно, это связано с тем, что среди причин восстания были не только религиозные факторы, но в частности и вопрос о, опять-таки, захватах вотчинных земель. Не случайно в 1683 году правительство обратилось с башкиром с подтверждением, что их вотчинные земли остаются в неприкосновенности. То есть потребовался специальный указ в ходе восстания. Вот как раз на Востоке проблема земли стояла гораздо более острее, чем на Западе. Почему? Потому что там активно шло проникновение на башкирские вотчинные земли. Здесь идет сибирская колонизация, строятся остроги и так далее. После официального отказа царского правительства от политики христианизации смысл борьбы на Западе был потерян. Восставшие западного Башкортостана добились того, чего хотели, и поэтому прекратили сопротивление. Однако повстанцы Зауралья, башкиры Сибирской дороги по-прежнему желали воевать, теперь уже за дело Кучумовичей, так, как это было в предыдущие восстания. Не случайно в источниках того времени упоминаются потомки хана Кучума, царевичи Асан Киреев и Дюдюбак Бакаев. Их роль в движении пока непонятна, но по аналогии с предыдущими и будущими башкирскими восстаниями легко представить, что они были знаменем борьбы. Там, где ставился вопрос о законах шариата и яси Чингисхана, башкиры, наверное, все-таки были приверженцами более традиционных институтов. То есть для них потомок создателя Всемирной империи, авторитет его был гораздо выше. Поэтому, как бы ни были обездолены потомки Кучумовичи, сибирские царевичи, они всегда находили поддержку и понимание со стороны башкир. А что же стало с Сиид Джафаром? Теперь он был никому не интересен и был всеми покинут. В одной старинной татарской рукописи рассказывается: среди башкирских ханов появился один святой, обнаруживая в себе дар чудотворения, и стал призывать народ к исламской вере. Имя его Сиид Джафар. Напоследок люди вообще и башкирский народ, не считая его ханом, бросили его и перестали жить по его приказанию. Дальнейшая судьба Сиид Джафара неизвестна. Этот случай показал, насколько были сильны чингизидские традиции в Башкирии, коль скоро ее жители отдали предпочтение потомку Чингисхана, а не потомку пророка Мухаммеда. Башкиры в данном случае все-таки отстаивали свои условия, скажем, договорных отношений. И среди них религиозный фактор все-таки был, скажем, одним из многих. Кроме того, конечно, огромную роль играл вопрос, например, о земле, о вотчинных правах, о внутреннем самоуправлении, то есть о сохранении многих элементов самоуправления и так далее. В данном случае для башкир было важно добиться от московского правительства подтверждения своей незыблемости договорных отношений середины XVI века, что, в общем-то, московское правительство достаточно оперативно сделало. Подводя итоги сиитовского восстания, Петр Рычков писал: «Он не токмо на ту противность всю Башкирию преклонил, но и с киргиз-кайсаками соединясь, года с 3 то свое бунтовщичье намерение продолжал,
И все закамские пригороды с большей частью Казанского уезда разорил, и многие тысячи христиан победил. Петр Рычков, топография Оренбургская. Восстание продолжалось до 1684 года. В этот год башкиры попытались захватить Уфу со стороны села Богородского, ныне это микрорайон Инорс. Повстанцы начали переходить вброд реку Уфимку, но были отбиты отрядом дворянина Лопатина. Жители села, потерявшие было надежду на спасение, неожиданно для себя обрели его. С этого времени и вплоть до 20 века из села Богородского в Уфу ежегодно совершался крестный ход в память грозного сиитовского бунта. Эхо сиитовского бунта отозвалось в веках. По свидетельству русских писателей Мамина-Сибиряка, Игнатьева, Нефедова, башкирские сказители даже в конце XIX века воспевали подвиги старика Сиита, наряду с деяниями Алдара, Карасакала и Салавата. В памяти народа он остался борцом за свободу Башкирии. Что касается исторического значения сиитовского бунта, то главным его итогом стало то, что царское правительство, пусть на время, но все же отказалось от дискриминационной религиозной политики в отношении поволжских народов, которая возобновится только в XVIII веке.